рад приветствовать вас на лекциях Университета Прогресса. Мы продолжаем наш цикл лекций «Навстречу выборам». И сегодня у нас в гостях человек, который знает, как участвовать в выборах, что самое важное, знает, как побеждать в этих выборах, несмотря на оппозиционность, несмотря на критику власти и достаточно острую повестку. У нас в гостях Андрей Шальнев, лидер Либертарианской партии России и депутат города Пушкина. Спасибо, очень приятно сегодня перед вами выступать. Санкт-Петербург я вообще люблю. Ну, я думаю, да, я построю свое выступление так, минут 40-50 я немножко расскажу вам что-нибудь, потом отвечу на ваши вопросы. Так что, если возникнут прям в ходе лекции какие-то вопросы, ну, на понимание задавайте, а если там подискутировать, поспорить, то оставим это до конца. Да, я победил на выборах, имею опыт побед, но начать я хотел даже не с этого. У меня была названа тема моего доклада «Как строить коалиции на макро- и микроуровне». Ну, вообще, все начинается с того, а зачем нужны эти коалиции, зачем нужно с кем договариваться, зачем вообще это все нужно. Ну, для оппозиции, мне кажется, ответ очевидный, потому что нас очень мало. Вот я недавно был, на той неделе выступал в Татарстане, там тоже были представители партии «Прогресс» и «Яблоко». Ну, как бы, всего на всех нас в Татарстане человек 10-15 во всех оппозиционных организациях активных. Ну, это печально, но на самом деле это является стимулом, отличным стимулом к тому, чтобы договариваться, к тому, чтобы искать какие-то общие точки соприкосновения, потому что вот в Москве как бы много вроде оппозиционеров, оттуда идут все конфликты. В Татарстане мало, и все хорошо договариваются, умудряются нормально взаимодействовать, существовать. Второй вопрос, собственно, на какой платформе объединяться? Вот в том же Татарстане я выступал, и меня спрашивали, как я строю коалиции, будучи советом депутатом. И я немножко не понял вопрос, переспросил, сказал, ну типа, а кто в совете депутатов города Пушкина против Путина? Вот так тоже вопрос на микроуровне ставить неправильно, потому что, ну, как бы понятно, что я еще один человек из 25 депутатов. И вроде бы нас кажется мало, и мы там в меньшинстве. Но мы же не голосуем каждый раз по вопросу, кто тут за Путина, а кто против по каждому вопросу. Если бы я пришел в совет депутатов, открыл дверь ногой сразу и сказал, я против Путина, а вы за, ну все, да, ну, мы с вами не договоримся, давайте сразу враждовать. Естественно, так ничего не получится, и никакой коалиции не выйдет. Коалиция — это такое широкое понятие, на самом деле, больше имеет смысл говорить о сотрудничестве каком-то таком, по общим пунктам, потому что когда говоришь коалиция, там когда столы, люди как-то садятся, там сложно все. Ну, мне просто договорились по какому-то вопросу и взаимодействовать. Вот демократическая коалиция, она еще только растет, то есть там есть много проблем, но на самом деле вот 2% набранные в Костроме, они повлияли все-таки позитивным образом и на демократическую коалицию, потому что многие установки, многие вещи, которые были и нам не очень нравились, они поменялись, и сейчас, допустим, если раньше решения больше принимались как-то кулуарно, непонятно, то сейчас все происходит более прозрачно. Сейчас, по сути, мы перешли на еженедельный формат собраний демократической коалиции. Вот в воскресенье как раз я вынужден уехать пораньше из вашего города, потому что в воскресенье у нас будет новый раунд таких больших переговоров, где уже там не по 2 человека от организации, как было раньше, а там уже больше. Плюс приглашенные политологи, и мы думаем о том, как сформулировать месседж и как это разворачивать предкампанию. Но про это я расскажу позднее. Вообще, мой опыт участия в выборах начался, когда мне было 16 лет, это был 2003 год. И вообще, ну я вроде интересовался политикой, но участвовать в выборах и в предвыборной кампании я начал чисто из меркантильных личных интересов. Я учился в 10 классе в своем городе Пушкино, где я сейчас избран депутатом, и у нас был один одноклассник. И мы с ним, мягко говоря, не дружили, не ладили. Ну, в чем-то это, сейчас рассуждать об этом смешно, почему это так получалось, но его папа был очень влиятельный человек в городе, и он шел в депутаты. Тогда еще были одномандатные округа у нас. Ну и мы с друзьями решили сработать против него, пошли агитировать за его оппонента. Не агитировать нельзя. Просто развешивать, расклеивать афиши, раскладывать их по почтовым ящикам,
Мы не имели права произносить агитационные речи, потому что, да, агитация с 18 лет, но мы могли разносить, расклеивать агитацию. Ну и в итоге наш кандидат выиграл, отец нашего одноклассника проиграл, и это был мой такой первый опыт участия в местных выборах. И спустя, получается, 10 лет, да, это был 2004 год, я уже сам пошел на выборы и одержал победу, хотя, ну да, победу, можно сказать, там, занял второе место в пятимандатном округе, то есть проходное место из 19 кандидатов. Обогнал 4 кандидатов Единой России, одному кандидату проиграл. Но на самом деле, когда мы выходили на предвыборную кампанию, мы не ставили целью себе обогнать всех и занять там первое место в пятимандатном округе. Цель вообще была ориентир на 3-4 место, как бы. Но мы даже немножко превзошли это. Потому что, ну, отрыв у меня от 3-го места был небольшой, 4 голоса. Ну и избравшись депутатом, то есть на самом деле, почему получилось? У вас же тоже были, я знаю, следил выборы в том году, и там совпали они, к несчастью, к вашим с губернаторскими выборами, большая доля досрочных голосов, никого потом замок у вас вешали на двери и не пускали никого. У нас такого не было, но у нас были другие вещи, у нас было, которые у вас тоже были, досрочное голосование. И оно вот на нашем округе шло, но это было не административное досрочное голосование, то есть это не администрация сгоняла каких-то там муниципальных жителей. Вообще в Подмосковье с этим большая проблема, потому что ну, в Подмосковье все работают в Москве, и тут административно давить очень тяжело на людей, чтобы они голосовали в Московской области, потому что их начальство где-то в Москве далеко сидит, люди ездят и работают туда, их так не загонишь. Но можно организовать скупку. И скупка работает именно хорошими методами такими горизонтальных связей. Первых людей скупают у магазина, который торгует алкоголем, у вас такие тоже есть, 300 рублей за голос. Потом они проголосовали, говорят, приведешь еще одного человека, тебе 200 рублей, ему 300. И такая хорошая такая пирамидка нарастает. Вот у нас в округе проголосовало 2000 с небольшим человек, и 200 голосов из этого количества купили. Ну, вот именно таким образом, вот таким сетевым образом. И мы сначала немножко хотели, так, играли в Шерлока Холмсов, нам было интересно отследить всю цепочку, понять, как это все работает. Но на самом деле это было глупость, надо было поднимать шум с самого начала, не пытаться брать на себя какие-то полномочия, как полиция, там, проводить какие-то расследования, задержания. Нет, надо было поднимать шум, потому что когда мы подняли шум, скандал, то это все быстро прекратилось. Но уже на самом деле много голосов купили, так что это, ну, на мой взгляд, не повлияло, на самом деле, это никак. Первое место я все равно не занял, там отрыв был большой от первого места. Но это просто показательно, как это может работать. Но меня не сняли с выборов, потому что многих оппозиционеров не зарегистрировали, потому что меня недооценивали, считали, что я не проходной. И кампанию мы вели тихо. То есть, когда ты ведешь кампанию от двери к двери, ну это тихо, это никто, единороссы не видят этого, потому что единороссы обычно не живут там, где живут все избиратели, они живут за городом, не в этом избирательном округе, и не знают, как это все происходит, там кто-то ходит в двери, непонятные вообще вещи. Они видят то, что вот такой наклеенный плакат, если плакаты везде наклеены, значит человек ведет кампанию предвыборную, надо с ним как-то бороться. Либо они видят куб, а куб мы поставили только за 2 недели до голосования. Ну и второй момент, то есть коалиция, то есть вот 2014 год присоединения Крыма, и вроде кажется, так все тяжело было для оппозиции, многие были в апатии, в какой-то депрессии. А на самом деле вот именно на локальном уровне меня поддерживали вот местные активисты, многие люди, которые там были. Поддерживают внешнеполитический курс президента, скажем так, но не согласны с местной повесткой, с тем, что происходит на локальном уровне. При этом, когда в самый разгар предвыборной кампании случилось еще сбитие Боинга, что тоже повлияло на градус истерии, когда ты приходил к людям агитировать, у них там телевизор, это было немножко странно, потому что вопрос, а кто вы по этим взглядам возникал, но на самом деле с людьми можно было договориться, да, объяснить им, что да, я как бы не поддерживаю внешнеполитическую повестку Владимира Путина, но смотрите, давайте, я понимаю, там вас волнует Крым, но мы на уровне Совета депутатов города Пушкина сейчас не решим проблему присоединения и отсоединения Крыма. От Пушкина мы его не отсоединим и не присоединим никак. Давайте подумаем, что у вас происходит в подъезде, что у вас происходит в городе, на локальном уровне. На людей, на многих это действует. То есть бывают люди, что вообще, не знаю, телевизор поселился в голове и не уходит оттуда.
Естественно, что этого человека он будет жить там в разрушенном подъезде, с разрушенными стенами, но его главное, пока телевизор работает, он верит в то, что Россия встает с колен, ему ничего не нужно больше. Но таких людей меньшинство, потому что большинство людей нормально. Ну и нормально получалось, то есть и даже вот самые такие успешные примеры. Старший по дому был, у него там даже родственники были в Донецке. Но при этом как бы нормально, мы даже общались, они приехали оттуда из Донецка, у него живут, мы с ними даже общались. Я даже нашел какую-то вакансию на работу, где они могли подработать. Вполне нормальное было общение. И самая моя успешная встреча с избирателем прошла именно в его доме, потому что он там хороший старший по дому, хорошо мобилизовал людей. И никак внешняя политическая повестка не мешала, и даже сейчас вот никак не мешает. Они там читают мой твиттер, читают Facebook, оппозиционно говорят, что типа их не устраивает, скажем так, широта моих взглядов, что я занимаюсь не только такой локальной повесткой, а я думаю о чем-то широком, большом. Но как бы, поскольку выбора-то у них нету, и я как депутат вроде бы хорошо работаю, то им, скажем так, приходится с этим мириться и даже в чем-то изучать и образовываться. Ну и, соответственно, вот эта ставка на поквартирный обход, на выстраивание локальных коалиций с лидерами мнений, потому что я там с бабушкой с одной, которая глава совета жертв политических репрессий, тоже, она старше по другому дому, тоже хорошие отношения установились. И вот такие локальные связи по общим поводам привели как бы к хорошему результату. Ну, избравший совет депутатов, это как бы избрался хорошо. С одной стороны, как известно, выборы это вообще одна из самых интересных частей кампании, потому что когда ты избрался, по сути, интерес к тебе уменьшается. У нас любят говорить, что политики забывают о народе после выборов. На самом деле народ тоже забывает о депутатах, о политиках после выборов. Это такая обоюдная вещь, про которую никто не любит говорить. Потому что во время предвыборной кампании я встречался с людьми: да мы к вам на следующий день, все, вы изберетесь, мы с вас не слезем, у нас куча идей, будем приходить к вам на прием. Где эти люди? Не приходят, приходится их расшевеливать и тормошить. Ну, это работает, на самом деле, хорошо, но надо понимать, что люди к вам не повалят, даже если вы выиграли выборы. Ну и совет депутатов у нас, на самом деле, избрался вроде бы там 16 единороссов, на самом деле еще больше, потому что многие самовыдвиженцы это тоже единороссы, которые просто проиграли праймерис с Единой России, обиделись на Единую Россию, пошли самовыдвиженцами, выиграли у тех же единороссов. Ну, у нас в городе есть такая вещь, которая называется расколом элит.